Какие задачи основные перед собой ставите, вот, будучи уже членом Совета Федерации? Как будете защищать? Вы знаете, пока мне сложно сходу сказать, какие задачи ставить. Задача одна, в смысле, то, что касается интересов республики, потому что Верхняя Палата, в общем-то, конечно, она соучаствует в подготовке законопроектов, вроде бы, когда там основная работа идет в Государственной Думе, но, тем не менее, она как бы подключается на последнем этапе. Это не всегда хорошо. Я знаю по работе в Государственной Думе, когда уже отсогласовано внизу, наверху уже, даже если будет какие-то возражения, уже не просто приниматься. Значит, нужно работать с нашими депутатами в Государственной Думе достаточно плотно, чтобы те законодательные акты, которые готовятся в Федеральном собрании, и которые касаются очень серьезно нашей республики, все-таки они удовлетворяли всем нашим пожеланиям, нашим чаяниям. Вот это, наверное, первое. А второе, посмотреть, что да как. Просто, так получается, что есть немало членов Совета Федерации, с которыми я вместе работал в Думе. В Думе третьего созыва. Владимир Петрович, мы на прошлой неделе встречались с главой Гавриковым, и там он сказал, что ему в Совете Федерации нужны эффективные люди. Если для того, чтобы принять решение, нужно для региона, членам Совета Федерации, нужно прийти к министру, при желании лечь на коврик к нему, там, биться головой об косяк, прикинуться сумасшедшим, одержимым, но добиться решения, он ждет именно этого от членов Совета Федерации. Готовы на это? Давайте так. Наверное, об косяк у меня не получится биться головой. Наверное, можно найти несколько иные формы, но с этим подходом я знаком, потому что все-таки работа в течение многих лет в Государственном Совете Республики Коми, даже в Государственном Совете, и сочетая эту работу с той общественной работой, которая у меня была и которая на сегодняшний день еще есть, приходилось общаться на самом высоком уровне. Могу сказать, что об косяк не бился, но когда был вопрос по Сыктывкарскому ЛПК и было обращение коллектива о том, чтобы, скажем так, не ушел ЛПК наш в определенные руки в России, то, что было, и человек уже приезжал и смотрел, тогда я лично президенту в руки вручал свое ходатайство, чтобы президент под контроль взял этот вопрос и не пошел по нежелательному пути. Сыграло, но способ был найден, как вручить лично. То есть, здесь ведь смотря какая ситуация и какие шаги необходимо сделать. То, что знакомства, которые есть и в федеральных органах власти, на самом разном уровне, я думаю, что, в принципе, это тоже в определенной степени поможет. Я сказал, что коллеги, с которыми я уже в Думе работал, они есть и в Совете Федерации, которые, даже по старым контактам, которые были, я надеюсь, тоже при необходимости могут и посодействовать, и помочь. Как и то же самое буду ждать, наверное, с моей стороны, потому что работа везде на таком уровне нужна не просто индивидуальная, а в определенном смысле командная работа. Я бы так ответил. А можете дать оценку своему предшественнику, оценку работы? Которому? Жилину. Валерию Васильевичу? Да. Давайте так. У Валерия Васильевича срок был небольшой. И поэтому, скажем, как-то очень ярко проявиться, наверное, может быть, это немножко не позволило и так далее. Но он нормально работал, всегда был в контакте с Государственным Советом, и те вопросы, которые, скажем, необходимо было порешать, то, что просил Государственный Совет, он старался честно исполнять, и он это делал. А ведь обычно же журналисты и народ видят, когда что-то эффектно. Конечно. А это в жизни не все бывает эффектно. В жизни очень много такой монотонной, черновой работы, которую не всегда и расскажешь, и не всегда покажешь. Потому что иногда некоторая работа требует и тишины. Валерий Петрович, сейчас у Республики Коми, конечно, довольно сильно испорчен имидж в глазах Москвы, в глазах страны. Республика стала краем коррупционеров. Вот как вы будете, если вы, конечно, ставите перед собой такую задачу, исправлять этот имидж в глазах
на уровне Российской Федерации? Вы на уровне Совета знаете, Федерации? давайте так, начнем с того, что все-таки этот имидж действительно он испорчен. Но он испорчен, ведь давайте так, на самом деле, как таковом, теми делами республики, или он испорчен той кампанией, которая была вокруг этой ситуации, информационной кампании. В общем-то, этот имидж упал в основном за счет этой информационной кампании. Да, в смысле, она была не на пустом месте, она имела корни, имела основание, все это было, есть. И республика может исправить, скажем, свое лицо, подправить свое лицо только серьезной работой вот сейчас и в ближайшем будущем. Безусловно, вопросов много. Мне звонили не только с разных регионов России, но и с разных стран, все-таки, что такое, потому что и страны очень хорошо пиарили вот эту ситуацию, я знаю, вот, и на телевидении, и в прессе. Ну, а теперь нам, ну, так мы не сможем пропиарить, что мы такие хорошие, беленькие, пушистые и так далее. Нет, не в этом дело. А вот нашей нормальной работой, серьезной работой, конструктивной работой, нормальными деловыми отношениями со всеми, только тогда мы можем исправить свой имидж, подправить, а так не исправить, а подправить свой имидж, показать то лицо, которое действительно есть у республики.